Чтобы увидеть, как будет заложен первый камень на месте строительства храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского и поучаствовать в мероприятиях, посвященных этому важному событию, в центре города Ткварчал собрались местные жители и гости города-героя. Для них сегодня очень важный день. Город здесь без церкви, можно сказать, сколько существует, столько нет церкви. Мы этого очень долго ждали. Очень. И 2 войны пережила. Я Великую Отечественную, и эту Абхазскую войну. Но, наконец, слава Богу, если начнут действительно действовать, это пойдет все быстро. Мы надеемся на это и ждем. Пойти в церкви нет. Ехать в Очимчире далеко, в Сухуми тоже далеко. Поэтому, конечно, дай Бог, чтобы нам Господь послал терпение, и мы дождались этой святой церкви, нашей православной. И действительно, долгие годы жители Ткварчала мечтали о православном храме в своем городе. Наконец, мечта начала осуществляться. В реализации проекта возведения храма большое содействие оказало духовенство Абхазии, а также руководство районной администрации, культурно-благотворительный фонд Ашана, который выступил оператором по сбору средств. Еще в августе 2018 года организаторы провели благотворительный марафон, благодаря чему было собрано порядка 5 миллионов рублей. Естественно, этих средств не хватит на все строительство, но мы надеемся, что на первый этап строительства имеющихся средств хватит. Сбор средств на строительство храма продолжается. Каждый желающий сможет внести свой вклад в это богоугодное дело. Все способы помощи на сайте храмткварчал.ру. Также вы можете найти способы помощи на сайте фонда Ашана www.ashanakbf.com. Там же и будут выложены все отчеты по расходованию средств на строительство храма. Нами создана прозрачная система. Любой желающий сможет посмотреть все расходы, все средства, которые поступают, от кого они поступают и даты поступления. За месяц до мероприятия, знаменовавших начало строительства храма, был объявлен тендер, в котором могли принять участие строительные компании, организующие свою деятельность на территории Абхазии. В результате право на возведение этого величественного объекта было предоставлено государственной строительной фирме «Ткварчалстрой». Мы буквально вчера получили определенные документы на объект. Вчера занимались ознакомлением, значит, и всю эту неделю будем заниматься. С понедельника будем рассчитывать, на что и в каком этапе мы будем приступать. Разумеется, нужно будет с минусового цикла выйти, займемся основным корпусом, а там уже будем согласовывать, как это будет. Идея строительства храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского возникла не случайно. Храм будет возведен в честь защитников Родины, погибших, защищая мирных жителей от врага во время Отечественной войны народа Абхазии. Именно здесь, в городе Ткварчал, напротив мемориального комплекса памяти погибших героев в Отечественной войне народа Абхазии, будет возведен храм в честь святого великомученика Евстафия Апсильского. Несколько минут назад завершился молебен, был установлен крест и заложен камень, знаменующий строительство храма. После официального открытия участка, на котором будет построен храм, местные жители и гости города-героя возложили цветы к мемориальному комплексу погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Затем в Доме культуры состоялся концерт. Главным гостем программы стала исполнительница православных песен Юлия Славянская. Всегда и на Руси, и в разных республиках всегда все-таки город начинал жить вокруг храма. Поэтому, мне кажется, если храм в городе Ткварчал будет, люди будут приходить молиться, просить Бога, чтобы Он послал им, ну, конечно же, и силы трудиться на этой благодатной земле. И они будут молиться за своих близких. То есть такая будет сила у них с Божьей помощью, то, конечно же, им будет легче житься. Я в этом уверена. Сбор средств на строительство храма продолжается. Каждый из нас может внести свой вклад и стать частью большого дела. И чем быстрее будет собрана необходимая сумма, тем быстрее в городе-герое Ткварчал появится народный храм памяти погибших защитников Отечества. Гугу Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.